В нашей Республике Казахстан интеграция детей с особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающих сверстников становится реальной необходимостью. В государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы определены новые концептуальные подходы к образованию детей с особыми образовательными потребностями, внедрению в практику идей интегрированного обучения и воспитания детей с особыми потребностями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками. Обеспечение равного доступа детей к различным программам воспитания и обучения, создание безбарьерной образовательной среды является одной из приоритетных задач. Вопросы обеспечения жизнедеятельности детей данной категории определены в законах Республики Казахстан об образовании, о правах ребенка в Республике Казахстан, а также в ряде нормативных правовых актов. Термин «инклюзивное образование» вошел в Казахстан через Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики. В 1999 году этот центр совместно с ЮНЕСКО реализовал проект по инклюзивному образованию. А в 2002 году Казахстан при поддержке фонда Сорос провел научно-практическую конференцию по инклюзивному образованию. Итак, инклюзивное от французского «inclusive», включающий в себя, от латинского «include», заключая, включая или включенное образование. Термин, который используется для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных массовых школах. Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания, при котором все дети, вне зависимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включены в общую систему образования. Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой. Модель инклюзивного образования строится на основании следующего социального подхода. Нужно изменять не людей с ограниченными возможностями, а общество и его отношение к данной категории людей. Обучение в среде нормальных развивающих сверстников дает возможность ребенку с особыми образовательными потребностями чувствовать себя обычным, таким же, как его друзья, одноклассники. Для детей с особыми образовательными потребностями важно осознать, что они могут общаться на равных со здоровыми, понять, какие качества нужны для общения с другими детьми, убедиться в собственном потенциале. Участвуя совместно в образовательном процессе, здоровые дети и дети с особыми потребностями в развитии учатся толерантному отношению друг к другу. Инклюзия включает в том, чтобы дети с особыми образовательными потребностями обучались вместе с обычными детьми по государственной программе, получая такие же знания, как и другие дети. Мир меняется, меняемся и мы. Многим известно, во многих странах мира почти все школы инклюзивны. И как показывает опыт развитых стран, полноценные инклюзивные школы могут и должны быть организованы, а также для их реализации созданы оптимальные дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья этих детей. Так, например, если у ребенка нарушение опорно-двигательного аппарата, нужны специальные технические оснащения, подъемники, подлокотники и так далее. Для детей с нарушением слуха и зрения необходимо также специальное оборудование, слуховые аппараты и другие. Что дает инклюзивное образование? Приветствует разнообразие систем и методик работы с детьми, личностное развитие и социальные навыки, развитие самостоятельности и самоопределения, развивает равные права и возможности вместо дискриминации. И в заключение, следующее высказывание великих: без детей нельзя было бы так любить человечество. От правильного воспитания детей зависит будущее благосостояние народа. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Подталкивают нас, педагогов, к созданию благоприятной атмосферы, построению инклюзивного общества и обеспечению образования для всех. Спасибо за внимание. Всего доброго.